Салям алейкум, добрый вечер. В это время в прямом эфире АТР мы говорим с членами Меджлиса, но сегодняшний гость не член Меджлиса, но адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза Николай Полозов. Хош келдіңіз. Здравствуйте. Зрителям напомню, что мы работаем в прямом эфире. Если есть у вас вопросы к нам, к нашему гостю, звоните, задавайте, будем рады выслушать. Николай, начнем с того, что сегодня Хайсер освободился, он на свободе, он уже, я если не ошибаюсь, то он уже в Киеве находится. Расскажите вы, как удалось его освободить, и действительно он в Киеве уже? Да, действительно, сегодня я привез Хайсера домой, в Киев, передал его отцу Мустафе Джемилеву. Очень была трогательная встреча у них. Что касается освобождения Хайсера, то исток этого лежит чуть раньше, когда российский суд незаконно вынес повторный приговор после решения уже украинского суда. В конечном счете Хайсер был приговорен российским судом к 3,5 годам лишения свободы. Его отправили в Астрахань, в колонию номер 10. В колонии он провел 1 год и 1 месяц. И по истечении срока он был освобожден. На это большое влияние оказал тот факт, что Хайсер был признан гражданином Украины без каких-либо уговорок Российской Федерации. Мы знаем в отношении других крымчан, Сенцова, Кольченко, существует вопрос именно гражданства. Россия не хочет их выдавать, потому что считает гражданами России. Вот. В случае с Хайсером удалось доказать, что он гражданин Украины, и российского гражданства он не может приобретать, и органы Российской Федерации с этим были вынуждены согласиться. Смотрите, будучи гражданином Украины, на территории Украины Хайсер совершил преступление, так произошло. И почему же российский суд, насколько законно его удерживал? Абсолютно незаконно его удерживал. В момент оккупации Хайсер находился в следственном изоляторе Симферополя. Российская власть сразу разобралась, что к чему, и решила использовать Хайсера как манипулятивный инструмент давления на его отца, на лидера крымских татар, для того, чтобы тот изменил свою позицию по отношению к Российской Федерации. И изначально, когда Хайсера увезли на территорию России, в Краснодарский край, ему вменяли умышленное убийство из хулиганских побуждений, максимальных санкций и пожизненное лишение свободы. То есть российская власть всерьез намеревалась добиться того, чтобы Хайсер пожизненно оставался заложником. Но мне удалось добиться рассмотрения дела в суде присяжных. Суд присяжных, на удивление, собралась очень честная коллегия, то есть без подставных людей. И для них было совершенно очевидно, что все произошедшее не более чем трагический несчастный случай. И во многом именно, скажем так, компиляция и юридической, и политической работы привела к тому результату. В этом деле мне помогали мой коллега Марк Фейгин. Большую очень поддержку оказал народный депутат Украины Георгий Лагвинский. Адвокат Лисовой, который вместе со мной защищает Чайгоза на первоначальном этапе защиты Хайсера, и адвокат Елена Наугольная из Киева, которая тоже провела очень большую работу как раз по решению украинского суда. Сейчас по делу Хайсера имеется жалоба в Европейский суд по правам человека, она уже коммуницирована. И, по всей видимости, это будет первое дело, где Европейский суд на примере конкретного частного уголовного дела будет решать вопрос о территориальной принадлежности Крыма. И понятно, и могли бы они, российские власти, имею в виду российские власти, найти какие-либо еще оговорки, условия, чтобы Хайсера опять оставить в заложниках и, как вы говорили, воздействовать на его отца Мустафу Джемилева? Это вызывало у нас самые большие опасения. Когда подходил срок Хайсера к завершению, мы боялись, что будет попытка сфабриковать новое уголовное дело, причем его даже не надо никуда выпускать из колонии. Допустим, он набросился на охранника или что-то украл в колонии, и вот, пожалуйста, его можно дальше держать. Но поскольку внимание к его персоне было достаточно серьезное и приковано, я думаю, что российская власть не решилась идти на обострение и все-таки была вынуждена его отпустить. Без этой огласки произошло бы освобождение или все-таки что-то придумали бы? Я убежден, что без огласки, во-первых, не была бы гарантирована его личная безопасность. Не секрет, что в российских колониях людей пытают, и дело российского политзаключенного Ильдара Дадина просто неприглядно показывает, что происходит в российских колониях, как издевается над людьми. В случае с Хайсером я посещал его каждый месяц. Руководство колонии знало, что я приезжаю, знало, что за Хайсером внимательно следят, в том числе и государственные органы Украины. И несмотря на то, что Российская Федерация дважды отказалась экстрадировать Хайсера в Украину, никакого физического насилия к нему не применялось. Применялись только взыскания, направленные на помещение его в штрафной изолятор.
С чем было связано все это? Произвольно выносилось. Не заправил кровать, неряшливо, значит, оделся, не поздоровался с кем-то из охранников. Всего в штрафном изоляторе за год и месяц отбывания наказания он провел более 250 дней. Теперь давайте тогда перейдем к следующей теме, к теме Ахтема Чейгоза. Почему сегодня вас пригласили в эту студию. Вы часто видитесь с Ахтемом Чейгозом, посещаете его в СИЗО, наведуете, общаетесь с ним. Расскажите, как он себя чувствует, чтобы зрители знали, в каком он духе. Конечно, Ахтему Чейгозу очень тяжело. Скоро приближается уже двухлетняя годовщина нахождения его в следственном изоляторе. Он содержится там абсолютно изолирован от внешнего мира. Он видит только меня и свою супругу Эльмиру, которая является защитником в его деле. Даже на суд его не привозят, причем это впервые в Российской Федерации судебный процесс в первой инстанции, где подсудимого не привозят в зал суда. Это стало возможным благодаря поправкам, которые внесла Государственная Дума в Уголовно-процессуальный кодекс по ряду преступлений. Терроризм, диверсия, шпионаж, в том числе и организации массовых беспорядков, предусмотрели такую формулировку, что в исключительных случаях в целях безопасности можно не привозить. И несмотря на то, что изолятор находится в 5 минутах ходьбы от суда, он присутствует только по видеосвязи. Конечно, ему очень тяжело там находиться, но он понимает, что он сидит там не потому, что он Ахтем Чейгоз, и не потому, что есть какой-то политический интерес у российской власти. Он сидит там, потому что понимает, что суд идет не над ним конкретно, суд идет над каждым крымским татарином, суд идет над всем народом. И он, по сути, чувствует поддержку этого народа, и только это, на мой взгляд, позволяет ему там держаться. Ему удается ли оттуда, находясь в СИЗО, по видеосвязи донести свои мысли, что он хотел? Потому что часто связь прерывается, или его глушат, или же не дают слова ему. Связь очень тяжелая, и я каждое судебное заседание заявляю ходатайство о том, чтобы Ахтема привезли в зал суда, и судьи каждый раз отказываются рассматривать даже это ходатайство. Но приходят люди, приходят слушатели, которые его поддерживают, преимущественно крымские татары, хотя и не только. Есть и россияне, журналисты, представители полевых миссий, и они могут кратко поприветствовать его вначале, что-то ему сказать хорошее. Он чувствует это, и это придает ему сил. Какая атмосфера вообще в суде? Как люди все это воспринимают? Шоу, то российское шоу, которое происходит в крымских судах сейчас. Ну, иногда люди не негодуют, иногда не выдерживают. Бывали случаи, когда приставы по велению судьи просто выводили людей из зала, которые не смогли сдержать эмоций. Но все, конечно, понимают, что это никакой не суд, что это не правосудие, что, как вы правильно сказали, это шоу, причем достаточно низкого пошиба. И для меня, к сожалению, очевидно, что оправдательного приговора быть не может там, где нет суда. Ни по одному украинскому делу, ни в Крыму, ни в Российской Федерации еще не было оправдательного приговора. И я боюсь, что дело Ахтема Чейгоза не станет исключением. Сколько уже дней длится суд, сколько заседаний прошло уже? Вы постоянно ведете подсчеты и в Фейсбуке, и Заирагас Медляев, который снимает, постоянно пишет. Сколько заседаний уже? Ну, суд у нас идет с начала августа, то есть уже 5-й месяц скоро будет. Мы приближаемся к 50 заседаниям. За это время было допрошено порядка 80 потерпевших и около 50 свидетелей обвинения. Сейчас идет стадия представления доказательств стороной обвинения. Представляет обвинение прокурор Супряга. До этого был прокурор Домбровский, но он вышел из дела. Его отстранили или же сам ушел? Нет, там, понимаете, это связано с оказанием давления на меня. Дело в том, что Следственный комитет возбудил в отношении меня доследственную проверку по 2 статьям. Оскорбление должностного лица и неуважение к участникам процесса. И, ну, якобы в интернете от моего имени написано про прокурора Домбровского, что он, цитирую, мелкий и ничтожный. И для того, я так понимаю, чтобы не было конфликта, поскольку он мой процессуальный оппонент, он удалился из этого процесса, чтобы облегчить следствию свою задачу. Как вы и до этого сказали, что все это время суд допрашивал свидетелей, потерпевших, их общее количество, сколько уже человек, потерпевших и свидетелей, если брать? Свидетелей в этом деле 78 человек обвинения, потерпевших 84. Причем подавляющее большинство и свидетелей потерпевших – это члены так называемой народного ополчения Крыма. Какие дают они показания? Есть ли прямые или косвенные подтверждения вины Ахтема Чейгоза? Ну, никто из ранее допрошенных потерпевших
И никто, кроме одного из ранее допрошенных свидетелей, не давал прямых показаний против Чайгоза. Максимум, что они говорили, мы видели Чайгоза там, вот я видел, он стоял, он говорил или он размахивал руками. И только один свидетель на одном из последних заседаний, Ивас Умеров, крымский татарин, кстати, дал прямые показания против Ахтема Чайгоза. Он сказал, что Чайгоз выстраивал цепочку крымских татар и говорил им «ур», говорил им «бас». То есть... Вот сейчас давайте я прерву, и сейчас наши режиссеры как раз включат ту запись допроса Иваза Умерова. Спасибо вам, то, что записываете все процессы, и поэтому давайте послушаем, как его допрашивала сторона обвинения. Периодически поступали команды волной, люди начинали давить на противостоящую сторону. А что за команда от кого? Ну, я, например, в том месте, где уже когда вовнутрь я зашел, непосредственно был, я видел Ахтема Чайгоза, он курсировал по этому, и периодически от него поступала команда «Бас» и «Ур». А что это значит? Это с крымско-татарского «Бас» дави и «Ур» бей. В этот момент, когда подсудимый произносил эти слова, он обращался к какой из групп митингующих? К правой стороне, получается, к своим соотечественникам, крымским татарам. Митингующие реагировали на эти Да, реагировали. слова? Да, реагировали. И именно после этих слов начиналось давление, Да. как вы описывали? Да. Хорошо, долго вы наблюдали эти действия со стороны Чайгоза? Часа полтора-два. Когда вы видели подсудимого, он ходил по этому коридору и призывал одну часть митингующих к давке. Вы еще его в тот день видели? Нет. Вот такие показания дал Эйваз Умеров, который выступил в стороне защиты, обвинения. И как вы оцените такие показания этого свидетеля и как восприняли прокурор и судья? Ну, безусловно, эти показания ложь. И у нас есть видеозаписи, на которых ничего подобного нету. Мало того, получается интересная история. Ополченцы, представители славянского населения Крыма, почти более 100 человек допрошенных, ничего этого не видели. Причем те, которые находились в первых рядах, с другой стороны. Да? И тут приходит, значит, Ивас Умеров, который, как выяснилось на суде, давний сторонник Руслана Бальбека, нынешнего депутата Государственной Думы, коллаборациониста. Он открыто в самом начале процесса высказывает неприязнь как к самому Чайгозу, так и к Меджлису крымско-татарского народа, к лидерам Мустафе Джемилеву, Рифату Чубарову, и потом дает эти ложные показания. Для суда, конечно, это спасательный круг. Осуждать человека, приговор-то уже заранее написан, это надо понимать, да, на основании показаний свидетелей, которые ничего не говорят против, очень сложно. И вот эти показания, наряду с показаниями 7 засекреченных свидетелей, которые у нас еще будут допрошены в суде, и послужат основанием для вынесения обвинительного приговора. Но одного этого показания не будет достаточно. Ну, это будет такой кирпичик вот в эту тонкую стенку, значит, обвинительного приговора, который судьи будут выносить. Потому что подавляющее большинство ничего подобного не говорит и про Чайгоза не дает таких показаний. Если можно, режиссеры пускай сейчас включат запись того же заседания суда, где Николай Полозов и его коллега Александр Лисовой допрашивают и Ахтем Чайгоз, допрашивают и Иваза Умера. Давайте послушаем и продолжим. Когда видели Чайгоза, на каком расстоянии находились от него? До 10 метров. Помните, во что он был одет? Темное. Темное черное, темное синее, темное коричневое. Темное. Темное темное красное бывает тоже. Как вы помните? Вот как помню, так и говорю. У него... Помнил бы, что он в красном был, сказал бы, что он в красном. Там какая атмосфера была по звуку? Там было тихо, спокойно? Мне шумно было. Вы видели Чайгоза вот на расстоянии 10 метров? До 10 метров. До 10 метров. Вы слышали, вот, хорошо слышали то, что он говорит? Ну, периодически, да. Что за люди, к которым он обращался? Он обращался к своим соотечественникам, крымским татарам. Крымским татарам. Когда он говорил вот бас, говорил ур, что происходило? Ряды смыкались, и люди поступательным движением начинали противостоящую сторону выдавливать из внутреннего двора до совета. Вот на протяжении 2 часов он постоянно ходил вот так вот и говорил? Или это был в какой-то момент вы только наблюдали? 2-3 эпизода вот я видел. Чайгоз давал кому-нибудь команды захватить здание? Я этого не видел.
когда он говорил «Бас-Ур», люди были направлены против других митингующих или стремились в здание попасть в этот момент? При мне лично там я не видел. После указанных вами команд обвиняемого Бас-Ур кому-то наносились удары, физическая боль, телесные повреждения? У вас на глазах? Нет. Не видели. Лично я не видел. В связи с командами, на которые вы указываете Бас-Ур, уничтожалось имущество? Тротуарная плитка Уничтожалось не, или не не? было повреждено. Не повреждались. После указанных вами команд Чийгоз, Бас-Ур захватывалось здание Верховного Совета? Прошел ропот, что кто-то ворвался уже в здание. С какой стороны и откуда это было, мне неизвестно, я этого не видел. Кто-то, кроме вас, может подтвердить? Назовете фамилии, имена, кто слышал, что Чийгоз говорил Бас-Ур? Любой из 10 тысяч, которые там. Назовите. В том секторе, в котором я находился, я уже говорил, знакомых мне лиц я не видел. Помните, когда вас впервые вызвали на допрос? Весной 15-го, что ли. Весной 2015 года. Он показал видеозапись и сказал, кого здесь узнаете. Я узнал Ахтема Чийгоза. На видеозаписи. Да. Ваши слова относительно его действий, они на этой видеозаписи воспроизводились? Нет, они с другого ракурса, сверху вроде бы показывали, что ли. Нет, не сверху. От центрального входа. Ну, уже не помню, это сколько, 2 года прошло. На видеозаписи вот это Бас-Ур, он не произносит, то, что вы видели тогда. Оно даже вроде бы и без звука было. А следователь отдельный протокол опознания составлял? Понятых вызывал? Не помню. Не помните? Ну, понятых не вызывал. Вот такие показания. В последней части видим, что путается. Говорит, что следственные мероприятия проводились без понятых. Как вы оцените, могут ли судом быть приняты вообще эти доказательства? Ну, надо сказать, что вообще дело фабриковалось очень небрежно следствием. Расчет был изначально на то, что это будет такое внутрикрымское камерное дело. Обвинителем на тот момент собиралась быть нынешняя депутат Госдумы Поклонская. И на самом деле никто чистоте доказательств внимания не уделял. Важно было набросать какую-то фактуру, а дальше уже и судьи, и прокуроры бы это все дело утрамбовали бы в необходимый приговор. Когда я вступил в это дело, пришлось им конфигурацию менять. Поклонская с позором убежала из этого дела, перешла в политическую, значит, деятельность. Дело было отправлено на доследование, а после и вовсе разъединено. То есть дело Чийгоза отдельно слушается как организатора, а дело в отношении участников Али Асанова, Мустафы Дидерменджи и других рассматривается отдельно. И сейчас мы вынуждены, вот то, что следователь тогда, что называется, наработал, в этом вынуждены разбираться. И смотрите, как себя вел свидетель во время этого допроса, спокойно, неспокойно. И вообще, можно ли сказать, удалось ли вам выяснить, этот данный свидетель был ли на этом митинге? Или подставной он? На самом деле Ивас Умеров очень нервничал. Вначале он пытался как-то показать себя, что он такой вот внушающий доверие, импозантный свидетель. Но в конце концов он срывался, и на защиту срывался, и на Чийгоза срывался. Вот. Что касается его нахождения на митинге, то мы будем допрашивать других свидетелей, свидетелей защиты. Будем задавать вопросы, естественно, и об Ивазе Умерове, но на видео я его не видел. Если можно, пусть режиссеры сейчас включат тот момент, где он пытается спорить и с адвокатами, и с Ахтемом Чийгозом, и дальше продолжим. Когда вы уходили, еще светло было на улице? Уже вечерело. Я не метеоролог. Я вам говорю то, что помню. Это 3 года назад было. Раздражать просто начинает чистота человечества. Давайте перерыв объявим для успокоения. Можете назвать кого-то, кто подтвердит ваше присутствие и ваше поведение 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады Не автономной? обладаю такими сведениями. А сколько вы проживаете в Крыму? С 89-го года. И вы не встретили никого, с кем были бы знакомы с 89-го года? Представляете? Ну, я спросил, вы ответили. Представлять я не буду. Подсуди, Скажите, Нервничайте. До вас дело тоже дойдет. Молча сидите. Это было подтверждение ваших слов, как он себя вел, и как он отзывался об Ахтеме Чийгозе, о вообще структуре Курултая Меджлиса. Можете рассказать? Да, очень негативно. Он пояснил, что он считает Меджлис коррумпированной структурой, выразил недоверие как лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву, так и Ахтему Чийгозу,
как заместителю председателя Меджлиса. Удалось из него вытащить ряд вопросов, которые свидетельствуют о том, что он занимался совместной деятельностью с Русланом Бальбеком, который давно уже занимал такую оппозиционную позицию деятельности Меджлиса, деструктивную позицию. И я не исключаю, что, конечно, вот эти показания, которые дал Эйваз Умеров, это попытка выслужиться перед новой властью российской, попытаться вслед за своим патроном, за Русланом Бальбеком, куда-то прикрепиться к какой-то кормушечке государственных органов России. Давайте опять в подтверждение же этих слов выслушаем его показания, как он отзывался об Ахтеме Чийгозе, о структуре Меджлиса, и продолжим. Политической деятельностью не первый день занимаюсь. Я знаю, кто такой Ахтем Чийгоз. Человек, член Милли Меджлиса. Один из 33, кто... Чушь рассказывай, Айваз. Чушь ты стесняешься. Я никогда не стеснялся. Был одним из организаторов ежегодного траурного митинга Крымского. Он был членом. Он был участником, когда на Петре был снос, он тоже там был одним из активных участников. То есть человек, который периодически попадает в такие ситуации, ну, случайность, 2 раза случайность, когда это происходит 10-15 раз за... Он один такой был или всегда Нет. это массовые какие-то были вещи? Меджлис часто этим промышлял, чтобы собрать крымских татар и поставить их в противоборство другим. Общественного деятеля, как одного из руководителей запрещенной в России организации Меджлис, я не согласен с его действиями. Он мне не симпатичен, как человек и общественный деятель, но личных неприязненных отношений в отношении этого человека у меня нет. Сказали, что вы можете предугадывать, кому было известно о преступном плане массовых беспорядков. Назовите вашу. Чубаров, Рифат и Джемилев Мустафа. Я, конечно, всякое ожидал, но не такое. Хорошо. На чем базируются ваши догадки, что Мустафа Чумелев и Рифат Чубаров организовали преступный план? Мустафа Джемилев до последнего времени являлся лидером запрещенной в России организации Меджлис, а Рифат Чубаров стал его преемником. Ахтем Чийгоз находился не только, насколько мне известно, в рабочих отношениях с этими людьми, но и довольно-таки дружеских. Поэтому у меня сложилось субъективное мое личное мнение, что Ахтем Чийгоз действовал по указке этих людей. Николай, если можно, дайте, можно сказать, оценку этим показаниям, насколько они объективны и насколько относятся к рассматриваемому делу против Ахтема Чийгоза. Ну, там получается интересная история, когда мы пытаемся выйти за пределы 26 февраля, например, узнать о появившихся на следующий день зеленых человечках, которых упоминали некоторые свидетели. Или вопрос касается взаимоотношений тех или иных свидетелей, потерпевших с Ахтемом Чийгозом в какие-то предыдущие годы его проживания в Крыму. Судьи это все беспощадно срубают, спиливают эти все вопросы, не дают возможности их задавать, отводят. Когда нужный им свидетель говорит о каких-то вещах, которые суду Они готовы слушать. интересны, они готовы с упоением слушать. И свое же отношение к показаниям этого свидетеля высказал Ахтем Чийгоз. Звук не очень хороший, потому что он находится в СИЗО по видеосвязи, но есть возможность выслушать и его. Целью данного свидетеля является оговорить не только меня, но и часть своих соотечественников по событиям 26 февраля с одной лишь В карьерных целях. как же это, сейчас я попробую культурно это выразить, Карьерно. для того, чтобы перед новой властью, российской властью, заработать себе хорошее отношение. То же самое данный человек усердно делал в период Украины перед украинскими властями. Тоже те же принципы бесхребетности и беспринципности. Я вообще-то стараюсь корректно, я бы все это на крымско-татарском языке сказал, но, к сожалению, он не поймет. Можете пригласить переводчика, и я в присутствии переводчика выскажу, а потом вы послушаете, все ли он понял. Я считаю, что данные свидетельские показания, хотя я не думаю, что он там в отношении меня что-то новое сказал, считаю необъективными и заинтересованными в оговоре, как я уже сказал, меня и часть своих соотечественников.
Вот так Ахтем Чийгоз высказался по показаниям этого свидетеля. Сейчас режиссеры говорят, что есть у нас телефонный звонок. Мы готовы выслушать. Алло, здравствуйте. Алло, хайрлы акшамлар, это Сау Вадим Покоцкий, Кировской области, из поселка Новоалексеевка, Амина. Хочу задать вопрос Николаю Полозову. Скажите, пожалуйста, после вынесения приговора Ахтему Чийгозу, возможно ли апелляция в Европейский суд по правам человека по поводу того, что 26 февраля 2014 года Крым был еще под юрисдикцией Украины, а судят сейчас по российским законам? Возможно ли, там находилось два лагеря, который призывал за целостность и сохранность Украины, и второй лагерь, русская община, которая призывала к России. Возможно ли апелляция? Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Вот такой вопрос, можете Да. ответить. Ну, что касается апелляции, для подачи в Европейский суд в случае обвинительного приговора необходимо пройти еще одну инстанцию, то есть апелляцию в российском суде. Но надо понимать, что в этом деле 84 потерпевших, из которых граждане Украины 82. Случайным образом затесалось 2 россиянина, и вот по российским законам вот эти граждане Украины не могут быть потерпевшими в этом деле. Это мы еще будем ставить, когда мы допросим всех потерпевших, еще просто недопрошено 6 человек остается. Когда мы допросим всех потерпевших, мы перед судом будем ставить вопрос об исключении тех потерпевших, которые были гражданами Украины на тот момент из числа этих потерпевших. И останется в деле всего 2 потерпевших. Это будет, скажем так, существенное изменение этого процесса, потому что следствие, обвинение, оно делало ставку именно на массовость. Что вот много потерпевших, трупы и так далее, и так далее. А они все не могут по российским законам быть потерпевшими. Второй существенный момент. Ну, конечно, действуя по логике российских судов, отказывая в принятии положительных решений, вынося обвинительные приговоры, естественно, мы будем обжаловать обвинительный приговор. Если суд апелляционной инстанции оставит его в силе, вероятность очень высокая. Именно так происходит со всеми делами, которые касаются украинских граждан в России и в Крыму, то, естественно, мы будем обращаться в Европейский суд. И, что характерно, Европейский суд будет рассматривать не только вопрос о предмете этого дела, не только о нарушениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении Чийгоза, но и вопрос территориальной принадлежности Крыма. Потому что Европейский суд, как и Организация Объединенных Наций, как и Совет Европы, и все международные организации признают Крым неотъемлемой частью Украины. И Российская Федерация, согласно этой резолюции, выступает оккупантом. То есть, фактически, Европейский суд должен будет подтвердить факт оккупации Крыма Российской Федерацией. И когда это может случиться, насколько долго это все будет происходить, насколько затянется? Это долго. К сожалению, это долго. Даже если жалобу примут в приоритетном порядке, коммуницируют, то само рассмотрение может занять несколько лет. Это связано с тем, что Европейский суд со всей Европы огромное количество дел рассматривает и просто не успевает в короткие сроки рассмотреть их все. Вы сказали, что допросы свидетелей со стороны обвинения еще продолжатся, их несколько человек. Сколько их осталось? И будут ли подобные Ивазу Умерову или тайные свидетели, как называется? Осталось порядка 20 человек с небольшим из свидетелей обвинения, плюс те 6 потерпевших, которых я сказал выше. В деле действительно есть секретные свидетели, 7 человек. Следствие не указывает их настоящих имен, там Иванов Иван Иванович, да, или там Асанов Асан Асанович. И, естественно, они дают показания против Чийгоза. Причем некоторые из них, согласно тем показаниям, которые они дали в ходе предварительного расследования, якобы были на том заседании Меджлиса, который принимал решение о проведении мирного митинга 26 февраля. И они там будут как раз и говорить, что да, мы видели, что Чийгоз составлял преступный план массовых беспорядков, вот сидел и на бумажке чертил, значит, его. Именно на этих свидетелях судьи и будут на показаниях этих свидетелей выносить свой приговор. То есть такие свидетели, как вот этот Иваз Умеров, ну, это, можно сказать, совсем редкость. Человек не побоялся прийти и солгать в суде, сразу видно, что он беспринципный человек. Вот. А остальные боятся, скрывают свое лицо, поэтому мы их даже в суде не увидим. Секретные свидетели будут допрашиваться дистанционно с изменением голоса. То есть мы будем... Ваше предположение, кто это может быть? Я думаю, что как минимум одним из них может быть Заур Смирнов.
Вот. Остальных мы уже с Ахтемом Зейтулаевичем этот вопрос обсуждали. Мы будем задавать вопросы, и на основании этих вопросов будем, по всей видимости, строить предположения о том, кто эти люди. Мгм. Я на этом митинге 26 февраля 2014 года освещал эти события от начала до конца. И был такой момент, когда сотрудники милиции, которые составляют этот кордон, цепь, то, что я и вас рассказывал, в один момент вышли оттуда. И поэтому после этого начались столкновения. Рассматривает ли суд этот вариант, что виной всему являются сотрудники милиции, которые не справились с обязанностями по охране общественного порядка? Ну, пока суд не рассматривает, скажем так, не делает никаких оценок, оценки будут стороны давать во время прений. Судьи будут давать оценку, ну как это в кодексе указано, в совещательной комнате при вынесении приговора. На самом деле ситуация какая была? Меджлис организовал митинг на утреннее время. На тот момент в Украине не было, как вот сейчас в России, заранее надо подавать какие-то бумаги, разрешат, не разрешат. Система, да. Да, действовала прямая норма Конституции заблаговременно уведомить местный орган. Местный орган был уведомлен почти за час до проведения этого митинга. Это более чем достаточно. При этом еще накануне в телефонном режиме решался вопрос и с сотрудниками милиции, и со службой безопасности. То есть все знали, что с утра будет митинг. Мало того, на этот день должен был состояться еще один митинг партии «Русское единство». И у Рифата Чубарова с Сергеем Аксеновым была достигнута договоренность о разделении времени проведения этого митинга. Но из показаний потерпевших свидетелей, которые приходят, мы узнаем, что, узнав о том, что крымские татары придут на мирный митинг утром, все эти ополченцы, которые только-только буквально накануне собрали вот это, создали ополчение, 23 февраля начинают обзванивать друг друга, командиры дают указания отделениям, взводам, и они начинают приходить раньше. И они говорят, да, мы специально шли на этот митинг раньше 14 часов, чтобы противостоять крымским татарам. То есть налицо уже сознательно спланированная провокация со стороны вот этих представителей пророссийской части митингующих. Конечно, вопросы и к сотрудникам милиции мы допрашиваем, и в числе потерпевших было несколько сотрудников милиции, и в числе свидетелей. И те командиры подразделений сотрудников милиции, которые находились в тот момент, говорят, что, конечно, организация была ужасная. По нормативам, действовавшим в тот момент на территории Автономной Республики Крым в Украине, количество милиционеров должно было превышать митингующих в 2 раза. А на деле их было в несколько раз меньше, чем, несколько сот человек. да, всего, чем участников митинга. Поэтому, конечно, милиция не могла обеспечить сохранение общественного порядка никоим образом. Не были организованы ни пункты досмотра граждан, ни рамки металлоискателей. То есть никакой работы, которая должна была произвести милиция, не производилась. Может быть, это было связано с общей какой-то ситуацией в тот момент в Крыму, но факт остается фактом. Во многом и вина местных государственных органов, в частности, сотрудников милиции, лежит, значит, в связи с произошедшими событиями именно на них. Говоря о свидетелях защиты, сколько человек будет или допущено уже, или сколько будет допущено, и какие аргументы они готовят? Следователи сделали все, чтобы свидетелей защиты было минимальное количество. В обвинительном заключении, то есть в списке подлежащих обязательному вызову в суд, всего 12 свидетелей защиты. Но по российским законам, если свидетель пришел в суд, суд обязан его допросить. И, конечно, мы соберем достаточно значительное число. Я считаю, что это должно быть некое паритетное количество людей по сравнению со свидетелями обвинения. Главная задача — говорить правду. Им скрывать абсолютно нечего, приукрашивать абсолютно нечего. Их задача прийти и сказать, были они там, не были. Видели Чайгоза, не видели. Если видели, что он делал. Вот. То же самое касается и тех людей, которые 25 числа были на заседании Меджлиса. Вот. Некоторые свидетели не могут явиться в суд по определению. Ну, например, Рифат Чубаров, которому запрещен въезд в Крым. Вот. Я уже провел опрос. Как адвокат я имею право опросить лицо с его согласия. Я провел опрос Рифата Чубарова. Он дал свои показания, и впоследствии, когда будет стадия представления доказательств стороной защиты, я эти показания буду ходатайством приобщать. Вот и посмотрим, захотят ли судьи услышать альтернативные мнения или будут всячески противодействовать этому. И вы можете сейчас к крымчанам обратиться, кто был, кто видел
чтобы пришли или же поддержали, или же высказались? Да, действительно, нам нужны свидетели защиты. Практически каждый день в Верховном суде Республики Крым на улице Павленко, дом 2, проходят заседания с понедельника по четверг в отношении Ахтема Чийгоза с 12:30 до 14 часов перерыв. Если у вас есть возможность и время, я нахожусь около суда. В это время вы можете всегда ко мне подойти, рассказать, были вы, не были. И если ваши сведения действительно ценные и могут помочь, то вы можете выступить в качестве свидетелей, и я вас запишу в свой список. Спасибо. И какие прогнозы, чем завершится все-таки дело? Стоит ли ожидать оправдательный приговор? Но я, к сожалению, я реалист. Вот, и иллюзий не питаю. Еще ни один российский суд не рассмотрел ни одно политическое дело с положительным исходом. Особенно это касается дел в отношении граждан Украины. Все они, как правило, получили очень большие срока. Поэтому в случае с Ахтемом Чийгозом я боюсь, что решение будет такое же, как и в отношении других граждан Украины. Но я верю в то, что заложников надо спасать. Есть уже положительный опыт, связанный с этими действиями. И, конечно же, и дело 26 февраля в целом, и дело в отношении Ахтема Чийгоза, и в отношении всех крымчан, причем как и крымских татар, так и тех, которых считают диверсантами, шпионами и так далее, граждан Украины, возможно решение только политическим путем. И я надеюсь, что и власти Украины, и международное сообщество будут продуктивно работать именно в этом направлении. Спасибо, Николай, что пришли в нашу студию. Зрителям напомню, что мы в эти полчаса общались с адвокатом, заместителя председателя Меджлиса Ахтемом Чийгозом Николаем Полозовым. Еще раз спасибо. А зрителям напомню, что мы встретимся в следующую субботу в это же время в прямом эфире телеканала АТР. Салах Нихалнас.